Toyota Hilux – среднеразмерный пикап, выпускаемый компанией Toyota. Автомобиль за счет своей простоты, таранная конструкция, продольное расположение двигателя и подключаемый полный привод, функциональности и ремонтопригодности заслужил огромную популярность по всему миру. Известна также эта модель благодаря передаче Top Gear, которой она была подвержена невероятным испытаниям. Ее топили в морской воде, сжигали, взрывали, но все равно после небольших манипуляций автомеханика, который не мог использовать запасные части, автомобиль снова заводился. Многие компании, занимающиеся тюнингом автомобилей, создают из обычных пикапов настоящих покорителей бездорожья. В данный момент существует 6 поколений Hilux. Toyota Hilux широко применяется как импровизированная боевая машина в странах третьего мира. Войной Toyota даже была названа заключительная часть Чадско-ливийского конфликта. А также это первый и единственный автомобиль, достигший Северного и Южного полюса. Сегодня мы познакомимся с одним из представителей данной модели, который волей судьбы попал в наш город. Этому Hilux была уготована не скучная судьба добегать свой ресурс в наших суровых условиях, а реализовать свой внедорожный потенциал в виде подготовленного спортивного болида. Итак, знакомьтесь, раньше это был автомобиль Toyota Hilux 91 года выпуска, а теперь покоритель бездорожья. Для развесовки автомобиля двигатель был перемещен на 40 см вглубь салона, это дало развесовку 50 на 50. Рама также укорочена как спереди, так и сзади. Установлены колеса 38,5 дюймов TSL Boger. Для прокрутки таких колес в редукторах мостов стоят заниженные пары. Задний мост имеет постоянную червячную блокировку. В передний мост установлена электронная блокировка. Для того, чтобы уменьшить уязвимость передней части автомобиля, радиатор был перенесен за кабину. Подвеска автомобиля переделана на пружинную. Сзади использована 4-рычажная подвеска, которая дает преимущество в виде увеличенных ходов подвески. Дизельный двигатель, установленный в этом автомобиле, очень прост и надежен. Это двигатель без электронного блока управления или компьютера. Да что там, двигатель может работать без подключения к электричеству. Установлены 2 лебедки спереди и сзади. Для преодоления водных преград установлен шноркель, аккумулятор перенесен в салон и установлен рабочий свет в виде светодиодных прожекторов. Что-то льется у тебя там? Тосол? Что льется? О, вентилятор надо включать. О, вентилятор включай! Кипит походу! Глуши! Или вентилятор другой! Вентилятор брызжет, да. А насос что? Кипит? Ты что, радиатор? Вентилятор не включил, что ли? О, кипит! Кипит. Даже это, сюда это. Не работает?